Сегодня начинается у нас интересное мероприятие, которое мы задумали под названием «Летнее открытие с академической наукой». Я хочу начать с своего объекта, который мы изучаем, с ботаники. И у нас такое интересное есть понятие онтогенез растений. Все мы считаем, что обычно, обыватели, что если растения многолетние, вот как здесь, то как же определить их возраст, когда пройдет 15, 10, 20 лет? То есть, если у нас есть с вами паспорт, свидетельство о рождении, мы можем всегда доказать, сколько нам лет, то у растений это сложно. И наука должна тоже научиться распознавать. Ну и такой термин интересный – онтогенез растений, которые проходят различные стадии. Вот их здесь мы видим. Растения имеют разные размеры, и разные размеры – разный возраст. Вот есть гербарий. И, оказывается, можно на простом гербарии сделать определенную науку. Вот мы изучаем учетные площадки, и сегодня дети проходят и видят, что, оказывается, растения не однородные, что они так же, как люди, имеют почти как от грудничка, заканчивая уже пенсионерами своеобразными. Как у человека есть какое-то количество молодежи, какое-то количество зрелых людей, то же самое есть и у любой популяции живого организма. Мы рассказываем детям, что, оказывается, растения, как и люди, тоже живые. Приборы, да, вот показывают такие цветные картинки, по которым мы можем определить. Вам же там раньше рассказывали, что у нас под нами находится вечная мерзлота, да, что Земля у нас при отрицательной температуре, но иногда под землей в толще находится вода, то есть Земля в талом состоянии. И мы здесь можем увидеть на наших приборах, что вот это вот красненькое все, это мерзлая земля, а там идет снизу тал. Здесь есть водичка, которая нам очень нужна для питья. С помощью геофизики мы можем определять те места, где у нас залежи подземных вод, чтобы потом в наших кранах дома текла вода. Я рассказывал про свою профессию, я геофизик. 9 лет живу в Якутии, работаю в Институте мерзлотоведения и с помощью законов физики изучаю наши недра. То есть в каком они состоянии находятся, это талые, мерзлые породы, какие это породы, и какие полезные ископаемые там могут быть. Вот детишки разделили леса от лугов. Здесь проводили полевые работы, и мы делали точки наблюдения, то есть мы уже на натурных условиях выделили, какие там есть леса, и уже с помощью этих знаний мы обкартировали, разграничили различные типы растительности на этом участке. Конечно, эти данные используются при градостроительстве. Для эксплуатации мы должны проводить наблюдения для взлетно-посадочных полос наших аэропортов. Потому что мы же знаем, что ландшафт не стоит на месте, он не статичный, он постоянно находится в динамике. И мы должны предотвращать любые нарушения, любые деформации наших инженерных сооружений. Вот и вся суть ландшафтных исследований. Чуть старше став, они вдруг поймут, что это совсем другой мир. Значит, этот мир и свои особенности имеет. У юкагиров, я еще раз скажу, они писали на бересте, писали кончиком острого ножа обычно на бересте. И вот особенностью было в том числе, что оно делилось по гендерному принципу. Было женское письмо, было мужское письмо. Это было письмо именно на бересте. Это оригинал. У юкагиров особое отношение с деревьями. Здесь изображена молодая семья. Мужчина и женщина, которые живут в своем доме. И то, что они тесно связаны между собой, это надо понимать. Да? То есть, когда вы уже в этом живете, в культуре, то вам все достаточно понятно просто. А человеку другой культуры, приходится это уже объяснять. Я постарался максимально, так сказать, приблизить
вот, понимания или восприятия нашей культуры к детскому восприятию. Непосредственно вот эти материалы датируются 15-16 веками. Мы эти даты получили путем радиоуглеродного анализа. А вот эти металлургические площадки мы обнаружили на территории второго Жинконского наслега Ангаласского района. В общей сложности мы нашли 10 объектов, на которых в промежутке между 15-17 веками шло вот активное производство железа. Там производили вот такие болванки железные, из которых потом распространяли по остальной территории Якутии, из которых вот кузнецы уже непосредственно на местах в кузницах делали все необходимые орудия труда, предметы вооружения, быта, инструменты. Долгое время считалось то, что якуты чуть ли не там только в 17 веке начали заниматься металлургией, кузнечеством. Долгое время также вот металлургия и кузнечное дело якутов оставалось вне поля зрения археологов, историков, за исключением трудов Ксенофонта Дмитриевича Уткина, который преимущественно занимался кузнечным делом якутов 19-20 века, в то время как более древний пласт металлургической культуры оставался неизученным. И чтобы восполнить этот историографический пробел, мы начали целенаправленный поиск и исследование объектов археометаллургии на территории Якутии. Вы знаете, что такое острый и тупой угол? Да. Если вы видите острый угол, да, острый угол, там ближе к 90 все-таки идет, то это будет бивень мамонта. А если угол тупой, больше 90 градусов, устали совсем, то это будет бивень слона. Ну, на самом деле это мероприятие не первое, не последнее. И, безусловно, это зависит от самой аудитории, от заинтересованности детей. Тот, кто заинтересован, узнает в любом случае то, что ему необходимо. А вот просто продвигать информацию, безусловно, это нужно делать, потому что дети, они же совершенно еще чистая книга. Они еще не знают, что им может понравиться, и что им может заинтересовать, и что они видят в будущем. Безусловно, им надо показывать возможности и развивать эти направления. За популяризацию, за то, чтобы детям рассказывать доступно, интересно о том, что есть в нашей республике, как мы это изучаем. Все знают про кимберлиты, про алмазы, про золото, но посмотреть и потрогать, вот что мы с этими предметами, образцами делаем, мало кто имеет представление. Поэтому сегодня мы хотели показать, как происходит пробоподготовка, что мы смотрим в микроскоп, как мы понимаем, алмазоносная кимберлитовая трубка или нет, дать потрогать минералы и попытаться определить твердость, например, один из признаков минерала, что мы делаем в полевых условиях, понять, какая твердость минерала, какой у него цвет, понять, что это за минерал. В общем, пощупать биологию руками. Потому что дети сейчас действительно они избалованы гаджетами. Вот это все иметь в интернете, это не то же самое, что пощупать и увидеть своими глазами. И когда они видят эту разницу, они очень интересуются. Сейчас очень другое поколение, они более заинтересованы.
школа и университет должны привить какой-то интерес к науке. Вот шаг в будущее, такие мероприятия, которые направлены именно на то, чтобы дети занимались наукой. И если будет развиваться этот интерес, то есть это обращение к учителям, может быть, к преподавателям в университетах, им нужно закладывать интерес, и тогда люди пойдут, молодежь пойдет в науку. Они будут понимать, что там есть что делать. Наука – это классно! Исторический парк «Россия. Моя история» Якутии приглашает на детские программы «Летнее открытие с академической наукой», посвященные годы науки в России. Ваши дети не просто узнают об академической науке, а все увидят в реальности и могут сами проявить себя в практических занятиях. Мы сортировали мусор. Карандаш для надписей. Мне понравился квест. Еще понравилось. Закладки делать еще понравилось. Из Мирного приехал сюда. Вот. И довольно интересно. Ждем вас по средам и четвергам. Запись на программу по телефону 8 914 288 48 66. Видеоматериалы с телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете округ.тв, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ.